Здравствуйте, Адам Османович. Театральные площадки страны быстро освоились в онлайн-общении со зрителем. Какие положительные моменты предполагает такой формат? Одним из положительных моментов является то, что наша реклама подготовила те спектакли, которые мы утвердили для показа. Это может быть «Сильва», это может быть «Аршин Малалан». Несколько таких спектаклей, которых вряд ли видели зрители республики. И мы это выставляем все на театральной страничке. А как удаленно происходит процесс репетиции? Самый главный момент – это то, что актеры не контактируют во время репетиций. Ведь на сцене без объятий и поцелуев в оперете не бывает. Поэтому мне кажется, что это на пользу. И больше самостоятельной работы. Учат тексты. И кто чувствует, что необходимо ансамбль, дуэт, трио, квартеты, они собираются по скайпу, по ватсапу и репетируют. Получили все задания по всем премьерам, которые должны состояться в первом полугодии. А это по хронологии это 2 балета одноактных, новелла о любви, который ставит Дьяченко, бывший наш главный балетмейстер, и балет Шопеняна, который ставит главный балетмейстер театра, народная артистка Фадеева, «Король вальса» на музыку, естественно, Штрауса ставит наша актриса театра, ветеран театра Вержбицкая, заслуженная артистка Зинаида Вержбицкая. И 4-й проект. В начале декабря пойдет «Ромео и Джульетта» Аркадия Укупника и Карена Кавалерьяна. Будет ставить режиссер из Санкт-Петербурга Илья Устьянцев. «Ромео и Джульетта» 20 лет спустя. Ведущие мастера сцены готовят новогодний концерт. У нас традиционно новогодний концерт «Хиты». Сейчас будет Сан-Ремо. Сразу 2 балета за один вечер увидят поклонники хореографического искусства. Одноактный балет, известное произведение. Ставит его главный балетмейстер Фадеева, народная артистка республики, выдающаяся балерина. Это балет порядка 40-45 минут, одноактный. Поэтому они оба, и новелла о любви, и Шопеняна, определены в один вечер. И будет 2 вечера, 1 и 2 сентября, будет премьера этих балетов. Думаю, мало найдется равнодушных к творчеству Иоганна Штрауса, тем увлекательнее станет возможность прикоснуться к жизни маэстро в спектакле «Король вальса». И мюзиклы хорошо, и балеты хорошо, но оперета для солиста – это тонус. Я прежде всего всегда ставлю задачу перед руководством, что обязательно в сезоне должна быть 1-2 опереты. И что такое оперета? Это сказка для взрослых. Это веселье, это красивые мелодии, нарядные герои, любовь, шутки. Поэтому то, что написано Штраусом, это лучшее, что можно было создать в этом жанре, лучший композитор, и будет звучать он все прекрасное, то, что создано, самые лучшие страницы Штрауса будет в этом спектакле. Лично для меня самой большой интригой станет появление в репертуаре театра спектакля «Ромео и Джульетта» 20 лет спустя. Это очень трудный спектакль, густонаселенный. Достаточно вам сказать, что это 217 костюмов. Это только, наверное, шьются в операх столько. Мы побывали на премьере в Москве этого спектакля, а я повторюсь, автор Аркадий Укупник и Карен Кавалерьян и постановщик Илья Устьянцев приезжали сюда, была читка. Музыка, мое любимое слово, всегда образная. То есть понятно, что чувствует герой. И это в мелодии просто точно передано. И что такое 20 лет спустя? Ромео и Джульетта. Это уже молодые дети, Ромео и Джульетта, но которые влипли в ту же прекрасную историю. Тот же Патер Лоренцо, который будет венчать их, тот же Дош, и те же коллизии, но уже Ромео – контрабандист.
Адам Османович, спасибо за беседу. Радостно понимать, что творчество продолжается. И до встречи с искусством в живом формате.